что, как обстановка? Пока тихо, спокойно, стабильно. Стабильно. Заняли позицию уже, да? Позиции уже давно заняты. Так. Ведем наблюдение, разведку. О, тут еще и акцент. Павелов, Павел здесь. Акцент. Так. Готовишься? Да. Привет, давай на родину. Привет всей Абхазии. Скоро дома будем. Они нас уже увидели, все, они уже бегут. Давай, главное, чтобы основательно. Торопиться не будем, главное, чтобы уже чтобы все живы всегда, да. Редкие минуты, когда командир штурмовой роты Балу сидит, яблоко, да? сидит спокойно и ест яблочко. Витамины. Да, витамины. Как обычно, только с передка, вон по лицу видно. Редкие минуты отдыха. Вот так вот. Да. Балу, ну давай, мы поехали. Всего Давай, хорошего. тебя аккуратнее, главное. Без яблок не едете к нам. Что? Без яблок, говорю, не едете к нам. А, понял. Ты поменял зефир на яблоки, да? Ну да. Сладкое уже не лезет. Переел. Гасан нас возвращает домой. Включил детектор на всякий случай. Очередные боевые будни. Интербригада «Пятнашка», дикая дивизия Донбасса. Здесь помимо «Пятнашки» также другие подразделения. Батальоны «Шир», «Арбат», «Сармат». В общем, добровольческий корпус здесь выполняет боевые задачи. Опять же, общались с бойцами. Все бойцы говорят о том, что ситуация находится под контролем. Начинают выдавливать противника. Хотя нужно признавать, что противник успел на некоторых участках окопаться. И понятно, что задача эта непростая, но, как говорят все командиры и бойцы, выполнимая. Так что ребята работают. А вот FPV? Да, вот он запищал Булат. Это значит, где-то FPV рядом. Так, а где расстояние видно его, нет? А потом разберешься, пожалуйста. Ну да. Сейчас главное. Сейчас главное успеть, да. Поэтому мы ускоряемся. О, по-моему, ушли, оторвались. Прям как в кино. Жми, Гасанчик, жми, родной. Успели, ушли. А Гасан с невозмутимым вообще спокойствием удава едет. Привычное дело. Нет, в Курской области легкой ситуации быть не может. Противник вошел на территорию, и любая атака, она всегда происходит неожиданно. Как бы даже ты к ней не готовился, все равно реакцию ты не дашь ту, которая должна быть, как мы ожидаем до этого. Но не сможешь ты никогда, потому что противник все изучает, прежде чем делать какие-то действия. Мы сегодня сюда прибыли, поэтому все уже расквартированы, все уже приступили к своей задаче, налаживают коммуникации, связь, поэтому это быстро не может случиться, что вот мы прибежали за день. Это, знаете, как силовики могут задержать преступника. На войне не такой принцип, он так не работает. Армия раскрывается, и ее раскрытие занимает какой-то период, потому что есть пехотные, есть артиллеристы, разведки, у каждого своя задача, и чтобы это стало единым механизмом, это идет там от суток до 10. Боевые будни военкора в Курской области. Приходится ехать в багажнике иногда, ну, потому что места не хватает просто. Очередной выезд на позиции интербригада «Пятнашка» добровольческого корпуса, который сейчас воюет на Курском направлении, на одном из участков, естественно, на одном из самых жарких участков. Сейчас направляемся к парням, которые уже там, а уже, говорят, обзавелись трофеями. Инструктора из абхазского ЦСН. Привет. Привет, Володя. Спокойная обстановка, все только начинается. Под контролем уже взяли все? Конечно, контроль всегда должен быть. То есть свой участок уже держим, да? Пятнашка держит свой участок? Конечно, «Пятнашка» держит в Бахмуте, в Донецке и Курской области. Братиш, слушай, вопросик. Велосипед не находил нигде? Ох ты! Да. Велосипед не могу найти, брат. А вот и Мурманск. Я, наверное, знаешь что, я, наверное, на лошадь пересяду, брат, пока велик не найду. Да. Знаменитых курских рысаков? Да. Че Гевара, как обстановка? Обстановка для нас положительная.
Для укропов не очень. Понятно. То есть уже работаете на новом направлении вовсю, да? Да. Вытесняем. Вытесняете, двигаемся потихоньку, Двигаемся вперед. Людям не за что переживать. да? Еще один командир, еще одного подразделения. Подразделение ШИР. Гасан, привет. Слушай, ну расскажи, как вы закрепились? То есть ты в составе дикой дивизии вместе со своим подразделением здесь? Да, да. Ну пару слов-то. Что скажешь? Братка, ну что, встретим и накажем. Ага. Балу, давно я тебя не видел. Нельзя меня, я... Ой, что с лицом, Лесной ты такой, человек. ты лесной человек, ты всегда на позициях. Расскажи, как обстановочка? Обстановка стабильная, ведем наблюдение. Закрепились, да, все в порядке? Да? Говорят, трофеи у пятнашки уже появились на этом направлении. Есть. Ну, не на этом, мы чуть с другой стороны заходили, подобрали. Сейчас там еще с одним трофеем возимся, так что... Ну, пока не будем раскрывать секрет, но трофеи уже появились. Конечно, не надо, а то люди еще вдоль захотят упасть. Ну и к тому, что уже есть чем похвастаться первыми трофеями на новом направлении. Это тоже такой момент. Самое главное, что это боевые трофеи и сразу применимые, поэтому нормально. А, то есть они уже сразу в дело идут сейчас, да? Ну, сейчас проверим, чтобы не подвела масло, проверим все. Это знакомый нам транспорт так, боевой, да, который, ну, проверим. Нормально. Ну, то есть это крупный трофей. Хороший, крупный Хороший. слон. Мы находимся в лесах Курской области. Сюда для отражения прорыва противника прибыл легендарный батальон «Пятнашка» добровольческого корпуса Российской Федерации. Сейчас подразделение только расквартировывается, но уже в ближайшее время приступит к выдавливанию противника за пределы Курской области. Ну и, конечно же, первое подразделение, куда я пойду, это наш штурмовой отряд «Сарматы». Там служат ребята, выходцы из Осетии. Это именно штурмовое подразделение, которое сейчас расквартировывается и уже очень скоро приступит к штурмовым действиям. Мы находимся в Курской области, прибыли для отражения атаки врага. Мы в составе «Пятнашки», палестинский батальон «Сармат». Это штурмовое подразделение, и мы будем выдавливать противника из территории Российской Федерации. Мы сейчас расквартировываемся, и в ближайшее время мы будем уже выполнять боевую задачу. Дикая дивизия Донбасса, отряд ШИР, позывной «Мага». Отличается тем, что у нас многонациональный мусульманский отряд, но тем не менее у нас и православные, и представители всех других вероисповеданий. И независимо от вероисповедания и наций мы воюем все вместе против нацизма и продвигаем интересы России и защищаем народ. Позывной «Пика», командир штурмовой группы. Вот, приехали помочь Курску отбить сохлячие налеты. Пока занимаемся подготовкой, снаряжаемся, ждем приказов от нашего командования, чтобы приступить к выполнению задачи. Ну, я думаю, это долго не займет. Сейчас возьмем их в окружение, возьмем много пленных, выдавим и пойдем дальше работать, выполнять свое дело. Под контролем уже взяли все? Конечно, контроль всегда должен быть. То есть свой По-любому участок никак. уже держим, да? Пятнашка держит свой участок. Конечно, «Пятнашка» держит. В Бахмуте, в Донецке и Курской области. Братиш, слушай, вопросик. Велосипед. Балу, давно я тебя не видел. Нельзя меня, я... Ой, что с лицом, ты Лесной такой, человек. ты лесной человек, ты всегда на позициях. Расскажи, как обстановочка? Обстановка стабильная, ведем наблюдение. Закрепились, да, все в порядке? Да? Говорят, трофеи у пятнашки уже появились на этом направлении. Есть. Ну, не на этом, мы чуть с другой стороны заходили, подобрали. Сейчас там еще с одним трофеем возимся, так что... Ну, пока не будем раскрывать секрет, но трофеи уже появились. Конечно, не надо, а то люди еще вдоль захотят упасть. Ну и к тому, что уже есть чем похвастаться первыми трофеями на новом направлении. Это тоже такой момент. Самое главное, что это боевые трофеи и сразу применимые, поэтому нормально. А, то есть они уже сразу в дело идут сейчас, да? Ну, сейчас проверим, чтобы не подвела масло, проверим все. Это знакомый нам
транспорт так, боевой, да, который, ну, проверим. Нормально. Ну, то есть это крупный трофей. Хороший, крупный слон. Акцент. Павел здесь. Акцент. Так. Готовишься? Да. Привет, давай на родину. Привет всей Абхазии. Скоро дома будем. Они нас уже увидели, все, они уже бегут. Давай, главное, чтобы основательно. Торопиться не будем, главное, чтобы уже Чтобы все живы навсегда, дома. да. Редкие минуты, когда командир штурмовой роты Балу сидит спокойно и ест яблочко. Витамины. Да, витамины. Как обычно, только с передка, вон по лицу видно. Редкие минуты отдыха. Вот так. Да. Балу, ну давай, мы поехали. Давай, тебя аккуратнее, главное. Без яблок не едете к нам. Что? Без яблок, говорю, не едете к нам. А, понял. Ты поменял зефир на яблоки, да? Ну да. Сладкое уже не лезет. Переел. Гасан нас возвращает домой. Включил детектор на всякий случай. Очередные боевые будни. Интербригада «Пятнашка», дикая дивизия Донбасса. Здесь помимо «Пятнашки» также другие подразделения. Батальоны «Шир», «Арбат», «Сармат». В общем, добровольческий корпус здесь выполняет боевые задачи. Опять же, общались с бойцами. Все бойцы говорят о том, что ситуация находится под контролем. Начинают выдавливать противника. Хотя нужно признавать, что противник успел на некоторых участках окопаться. И понятно, что задача эта непростая, но, как говорят все командиры и бойцы, выполнимая. Так что ребята работают. Министерство обороны наращивает группировку, а свои подразделения в помощь нашим военным и пограничникам направляют добровольческие батальоны, многие из которых воюют с начала киевского нападения на Донбасс. С бойцами бригады «Пятнашка» встретился наш военкор Станислав Назаров. В приграничье Курской области заезжаем полевыми дорогами. Основные трассы могут быть опасны для передвижения нашей техники. По приграничным районам Курской области передвигаемся малыми группами на большой скорости в сопровождении систем радиоэлектронной борьбы, так как в небе могут работать вражеские беспилотники. Давай, выкручивай. Пошел. Продерни вперед маленько. Личный состав, специальное оборудование и тяжелая техника, резервы бригады «Пятнашка» добровольческого корпуса Минобороны России уже переброшены в Курскую область. Парни, как настроение? Настроение боевое, отличное. Многие здесь донецкие, как я сам, многие с 2014 года, поэтому опыта очень колоссального. Сейчас мы укрепились здесь и в ближайшее время начнем двигаться уже вперед. Мы уже наносим сейчас удары, контрудары, выявляем противника, выявляем ДРГ и уже по ним работаем. Они двигаются небольшими группами, поэтому они приходят там, где они получают по зубам, они сразу быстро откатываются. Подразделениям бригады «Пятнашка» за несколько дней удалось наладить логистику в условиях маневренных боевых действий. Практически 4 суток почти все подразделение «Пятнашки» не смыкало глаз. Большой объем работы, я конкретно не могу сказать, какой проделал, но занимали новые позиции, изучали местность, укреплялись. До позиций украинских боевиков отсюда нет и 10 километров. Подошедшие резервы работают в тесном взаимодействии с группировкой войск «Север». Военнослужащие подразделения «Пятнашки» зашли в Курскую область и вот сейчас готовятся к выходу на передовые позиции. Боевики ВСУ пытались наступать малыми группами, обходить наши подразделения, но бригада, имеющая десятилетний опыт в Донбассе, применяет свои тактические решения. Окапываемся, укрепляемся позиционно. Времени очень мало, но поэтому приходится 24/7 отрабатывать. Квадроциклы жизненно необходимы. Как подвоз БК, провизии и всего прочего, так и эвакуация раненых. Я и мелкий ремонт произвожу, собираю все в кучу, проверяю перед выходом на задачу на БЗ. Задачи разные, то есть от разведки, корректировки артиллерии и направления, опять же, если штурмовые какие-то действия мы направляем, хлопцев ведем.
В небе над приграничными районами работает наша аэроразведка. Совместными действиями подошедших резервов и группировки войск «Север» отражены атаки боевиков ВСУ на ряд населенных пунктов Курской области. Станислав Назаров, Андрей Руденко, Евгений Кириленко, Михаил Сибирев. Вести. Курская область. Если так случилось, так и будет. Будем защищать свое отечество везде, не только в Курске, там, в Донецке. Слушайте, надо будет и во Львове, еще где-то, без разницы, потому что есть исторические наши земли, за которыми мы будем стоять и бороться. И поэтому удивляться, что во время войны противник себя повел как-то гадко, подло или еще что-то, слушайте. Но он себя до этого благородно не вел, с чего сейчас он чего-то должны удивляться. Поэтому это все нормально. Удел воина защищать свое отечество, это и высшая его награда. Поэтому мы сегодня здесь, и мы горды быть причастными к Курской битве номер 2. Балу сказал, что здесь в том числе стоит одна из бригад, которая противостояла в Авдеевке, пятнашке, да? Ну да, тут и 80-я есть, и 72-я, ну 80-я сейчас я, 72-я с нами была против нас в Авдеевке, поэтому хватает, все старые знакомые, но люди у них новые. Те люди там остались, кто против нас был. Сказать, что мы как-то остерегаемся их, да нет, плевать хотели на них. Даже если бы они имели опыт 100 лет, плевать хотели. За нами наша страна, наше отечество, поэтому какой у него опыт, сколько чего бы не было, ну, это для нас не показатель, потому что мы живем принципом, ты можешь всю жизнь заниматься карате, быть самым сильным там в этом виде спорта, иметь олимпийские награды, но 9 грамм решает весь вопрос, поэтому не столько это важно, важна решимость. Мы сейчас находимся, ну, практически на переднем крае. Ну, понятно, что не точно в метрах, но вообще насколько далеко он сейчас отсюда? Противник 4 километра. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, тут может так же, может чуть больше. Поэтому мы сейчас пока прощупываем его, поэтому смотрим. Он же тоже не сидит на одном месте, он кочующий. Поэтому пока купируем, соединяемся там с левыми, с правыми флангами и тихо движемся.